Эфир нашего телеканала продолжит программу «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Во всех сельхозпредприятиях региона завершилась посевная и уже на подходе сенокосная страда. Какие меры господдержки аграриям предусмотрены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, срок реализации которой 2020-2024 годы? Об этом и не только нам расскажет гость студии, министр сельского хозяйства региона Александр Атласов. Александр Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начнем наш разговор вот с такого вопроса, как завершилась посевная и, что наверняка будет интересно, какие-то новые культуры были ли в этом году посажены? Ну, в этом году у нас посевная кампания еще не завершилась полностью. У нас в этом году по плану мы должны довести посевной площадь до 48 тысяч гектаров. Это по сравнению с прошлым годом где-то на полторы тысячи гектаров больше. Мы зерновые культуры уже завершили, там немножко осталось. По картофелю где-то 80%, и по кормовым культурам где-то 60%, и по овощам где-то 60%. У нас агротехнологические сроки выдерживаются. По кормовым культурам почему такая низкая посев, да, вот то, что я сейчас озвучил, 60%, потому что мы в 3 срока сеем. Это первый срок, это у нас середина мая, второй срок это первая декада июня, и третий срок это конец июня и начало июля. Это по агротехническим срокам у нас такие сроки. Ну, конечно, в ходе подготовки посевных работ у нас, конечно, проблемы были. Вы знаете, что в прошлом году у нас засуха была. Нужный объем производства сельхозкультур мы не получили. У нас где-то по овощам 32 тысячи тонн валового сбора получили, по картофелю более 60 тысяч тонн и по зерновым 9 тысяч тонн. Вот поэтому, как я уже сказал, по семенам у нас проблемы были. Но благодаря совместной работе с администрацией ВУСов, управлением сельского хозяйства, мы недостающий объем завезли. По зерновым культурам полностью мы успели по срокам, и по кормовым культурам у нас осталось немножко, да, и по срокам как раз таки мы успеваем. Так что вот такая работа идет, и мы надеемся, что до 15 июня по овощным культурам и по картофелю мы завершим. И надо сказать, что весна затяжная была, вот поэтому у нас по срокам никаких опозданий нет. Скажите, а сколько всего предприятий занято в области развития сельского хозяйства региона? И вот такой вопрос, может ли наша республика сама себя обеспечить кормовыми культурами и овощными, без завоза? Да, вот сейчас у нас по всей республике занимается сельским хозяйством более 700 сельхозпредприятий, более 2000 крестьянских фермерских хозяйств, и личные подсобные хозяйства, они у нас числятся где-то 90 тысяч личных подсобных хозяйств, но конкретно сельским хозяйством занимаются, которые вошли в единый реестр получателей субсидий, 12 тысяч личных подсобных хозяйств. И, конечно, вот кормовыми культурами мы последние годы довели до 30 тысяч тонн. Это у нас в основном сенаж, силось. Благодаря реализации подпрограммы развития кормопроизводства, которая была начата 5 лет тому назад, мы ежегодно за счет республиканского бюджета тоже определенную сумму предусматриваем в рамках софинансирования со стороны районов. И вот первый год участвовало 6 районов, сейчас уже в этой программе участвует 16 районов. И благодаря этой подпрограмме сейчас мы довели, практически где-то увеличили на 70%. Это в основном у нас занимаются крупные сельхозпредприятия, это, которые занимаются скотоводством. Они заготавливают силос, сенаж, и тем самым они тоже по показателям, по удою молока тоже некоторые увеличения тоже имеются. По овощам, конечно, у нас самообеспеченность по итогам 2020 года составляет где-то 36%. По указу главы
о стратегических направлениях развития сельского хозяйства мы до 2024 года должны довести где-то 50%. Ну, соответственно, вот часть, недостающая часть все равно завозится извне республики. Вот поэтому у нас вот до 2024 года такая задача стоит, вот поэтому над этим Минсельхоз и правительство работает. Ну, в принципе, задача довольно-таки серьезная, на 15% увеличить, скажем так, производство овощей. И здесь Нет, есть не овощей, а кормовых культур. кормовых культур. Да. Но здесь в любом случае не обойтись без государственной помощи тем, кто сельским хозяйством занимается. Расскажите, какая господдержка оказывается в настоящее время? Ну, как вы все знаете, конечно, по госпрограмме развития сельского хозяйства предусматривается более 10 миллиардов рублей. Ну, в том числе мы тоже Федеральным министерством сельского хозяйства тоже работу ведем. Это где-то 750 миллионов рублей. Мы получаем федеральные средства, да, на племхозяйство, на содержание племхозяйств, на племвыкуп получаем. И, конечно, вот то, что я озвучил, конечно, именно конкретно по земледелию, вот господдержку получает по линии развития кормопроизводства. Это львиная часть, да. И второе направление для того, чтобы провести агротехнические работы, посев, там, обработка пашни, мы на гектар тоже даем. Это в виде субвенций нашим районам. И районы, получая эти субвенции, проводят у себя отборы, конкурсы. И после этого эти деньги направляются хозяйствам для того, чтобы провести посевные работы. На эти деньги закупают семена, горюче-смазочные материалы, ремонтные работы сельхозтехники. Вот поэтому такая помощь по линии Минсельхоза оказывается. Вот в последнее время все чаще возникает в информационном поле вопрос обеспечения жителей республики овощами, и в связи с этим возникает следующий вопрос – это хранение этих овощей после сбора урожая. Насколько эта система сейчас налажена? Вот я хочу сказать, что это самый такой актуальный вопрос на сегодня. Да? Вот хорошо, что вот тоже 5 лет тому назад стартовала тоже подпрограмма, это строительство овощехранилищ. Последние годы, вот 5 лет, где-то 16 новые овощехранилища построены были. И отвечающие современным требованиям, микроклиматами, вот, в больших крупных районах, где занимается конкретно овощеводством, картофелеводством. И вот поэтому такую работу мы тоже намерены продолжить. И, конечно, без обеспечения материально-технического обеспечения, там, овощехранилищами, сельхозтехниками, такие параметры нам не достичь. Вот поэтому мы основной упор делаем на такие направления. Сейчас наступает самая горячая молочная, скажем так, пора, когда идет заготовка этого ценного продукта. Все ли предприятия региона соблюдают условия об обязательной маркировке молочной продукции и сыров, которая не так давно была введена? Да, действительно, с этого года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации по маркированию. И 3 этапа идет. Да. Первый этап это у нас уже реализуется, это маркирование, это сыр и мороженое. И второй этап это молочные продукции, которые сроком хранения более 40 дней. И третий этап это уже в конце года, в ноябре. Это уже сроком хранения менее 40 дней. Вот поэтому наши заготовители, наши переработчики все поголовно 100% попадают в третьем этапе. Сейчас идет подготовительная работа. Вот крупные предприятия, которые первый этап, это гормозавод и ИП Зырянов, и некоторые еще крупные предприятия, которые они тоже оборудование закупили, вот это все работу ведут. И районные заготовители тоже сейчас договора заключают, поставку оборудования. Так что мы должны до конца года вот эту проблему должны решить. Работа ведется по этой линии. Еще один острый вопрос для жителей нашей республики – это мясная тема. Скажите, какова на сегодня доля обеспеченности региона мясной продукции, и во всех ли промышленных городах на прилавках можно встретить мясную продукцию, произведенную именно здесь, у нас в Якутии?
Ну, по мясу у нас уровень самообеспеченности республики 27% всего лишь. Это по итогам 2020 года. Вот поэтому у нас к 2024 году мы должны довести до 30%. И, соответственно, вот остальная часть тоже завозится из вне республики. Вот поэтому, ну, конечно, сейчас мы создаем предприятия, которые конкретно будут заниматься мясным производством. Вот как раз-таки по подпрограмме финоздоровления скотоводческих хозяйств мы тоже направление включили. И вот в Амгинском улусе начали заниматься, и в других крупных районах тоже начали заниматься. И вот как раз-таки по этой подпрограмме тоже как бы они поддержку получают. И мы хотя бы должны довести к 2024 году до 30% самообеспеченности по мясу. Но вот если оглянуться на последние несколько лет, то можно ли сказать, что появились какие-то новые отрасли сельского хозяйства, которые постепенно начинают получать все больше и больше развития и становиться, так сказать, популярными, например, пчеловодство? Или есть еще что-то? У нас основной вид деятельности — это традиционные направления, это молоко, мясо, овощи, картофель, зерновые. Ну, конечно, последние тоже 5 лет люди активно начали заниматься пчеловодством. Сейчас по всей республике, по статданным, занимается 32 субъекта. Из них 19 — это крестьянские фермерские хозяйства, 12 — это у нас личные подсобные хозяйства, и 1-2 — это некоммерческие организации. Конечно, тоже у нас по указу главы о стратегии развития сельского хозяйства тоже планы стоят. Это к 2024 году мы должны собрать урожай 8 тонн. Сейчас по итогам 2020 года у нас 5,5 тонн собрали меда. И вот последние годы тоже в рамках начинающих фермеров, грантов, агростартапа тоже люди начали активно участвовать. И последние годы желающие заниматься пчеловодством получили 8 граждан. Это гранты получили где-то по 1,5 миллиона рублей для закупа пчелосемей, там обновления материально-технической базы. Вот поэтому тоже такая работа нами тоже поддерживается, тоже ведется. Вот поэтому, пользуясь случаем, скоро в июле мы уже начинаем отбор. И кроме севноводства, по всем направлениям желающие заниматься производством сельского хозяйства, созданием крестьянских фермерских хозяйств, они могут участвовать. Вот поэтому я перед телезрителями и кто желает участвовать, мы приглашаем. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы и завершим нашу беседу. Я благодарю вас за то, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». О ситуации с сельским хозяйством нам рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Атласов. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанции в общественных местах. До встречи в эфире.